В интервью журналистам телеканала АТВ заместитель начальника управления налогового администрирования АТО Гагаузии Татьяна Табакарь напомнила, что декларацию о доходах обязаны представить все те физические лица, которые трудятся и получают заработную плату на нескольких местах работы. Очень многие приходят и представляют декларацию, и даже спрашивают, даже вот работают на одном месте работы, но спрашивают, нам нужно декларировать или не нужно. Приходят, спрашивают, звонят. Мы выходим на места. Вот в школе мы в прошлом году ходили и в школу, и в педколледж, и в лицее мы были. И на местах мы консультировали людей, на местах же и принимали декларации. То есть люди уже более информированы. И по сравнению с 2000 годом сейчас очень многие граждане представляют декларацию. Даже те физические лица, допустим, учителя, они более информированные, более грамотные. Но даже те крестьяне, которые в селах, они тоже знают, что получил квоту, он должен прийти задекларировать. Чтобы информировать население, неоднократно организуются семинары на данную тему. Значит, цель нашего семинара состоит прежде всего в том, чтобы оказать посильную нашу помощь в составлении деклараций о доходах и имуществе и в декларациях о личных интересах. Это идет заполнение о доходах как лично специалиста управления, ведущих работников госслужащих, а также совместно проживающих с ними, кто, допустим, супруг или супруга, и также находящиеся на иждивении дети и взрослые, которые находятся на иждивении людей. Какая категория людей попадает под декларирование и от какой суммы необходимо декларировать свои доходы, разъяснила заместитель начальника управления налогового администрирования АТО Гагаузии госпожа Табакарь. Такие налогоплательщики, такая категория, как физические лица, граждане, которые получили доход свыше 27 852 леи в год от заработной платы, но в том случае, если данное физическое лицо работает на нескольких местах работы. То есть, если он получает зарплату только на одном месте, независимо от суммы, он декларировать этот доход не обязан. Кроме того, если физическое лицо получило какой-либо доход из другого источника, отличного от заработной платы, либо физическое лицо получил доход от продажи какой-то недвижимости или земельного участка на сумму, превышающую 27 852 лея в год. То есть те физические лица, которые в 2014 году получили указанные мной доходы, обязаны задекларировать, то есть представить декларацию до 25 марта 2015 года в налоговую инспекцию по месту прописки. Доходы, с которых налог удерживается у источника выплаты, декларировать не нужно. Деньги, полученные от находящихся за границей родственников, декларировать также не нужно. Напомним, что крайним сроком подачи декларации о подоходном налоге является 25 марта.